Так, вроде бы, ребят, чай еще не остыл. Вон, пар идет такой. И смотрите, бич-пакет я как делаю. 2 яйца, круто, ну, сваренное яйцо. И накрошил вот так яйцо. И тут у меня бич-пакет. И все это заливаю водой. Заливаю водой, не жалея. И делаю это как суп. Некоторые, чтобы, ну, делаю, чтобы сухой макарон получался. А я наоборот, ребят. Я делаю как суп и ем как, вот именно как суп. И также надо этот желток мнуть или что? Нырны. Мнуть. Мнем. Ну, в общем, давим. Так, давим. И вот такая бурда получается. Но сногсшибательно вкусная эта еда. Я подсел на бич-пакет. И каждый раз сейчас беру бич-пакет с собой. Ну, если с ночевкой куда иду. Вот так, великолепно. Очень вкусно. Угу. Сейчас пока разбавляется. И я покормлю хотя бы с хлебом собак. Хлеб дам пока на первое время. А там уже сварим все и нормально покушают. Бардак у меня, что на столе, что здесь, смотрите. Кругом бардак. И в коридоре еще там. Везде бардак. Вон штатив, на что снимаю самодельный. Люги-леги шатается. Нормального штатива нету. А тут, ну, это отсюда. Все, накормлю собак сперва. Так, где мои короеды? Айда. Вон Тулан бежит, на. Тула, держи. Спрячет, нет, интересно сейчас. Все, кто куда побежал. Ну, сейчас первое время, пока хлеб покушают, и нормально. Но сейчас понимает, если сейчас сразу не покушаешь, там придет Туланчики. Тулан, конечно, боевик. Он придет и может украсть. Ух, зверюга, волчара, вон, смотрите, ребят. Аппетитно кушают. Он сырой, перешел через озеро, между прочим, первый переход у него. Без камеры был я сейчас. Ну, он перешел. Такое не широкое место, но самостоятельно уже перешел. Но еще будут съемки через речку, может, перейдет, или через озеро. Вот так. Вот они так кушают. Ну, из печки дым столбом. Все классно, ребят. Пока дождя нету, все нравится. Сейчас я еще позвоню домой. Тут у меня картошка. Вот это ведро у меня для себя и для собак. 10-литровое ведро картошки привез. Тут у меня еще кое-что, о чем я говорить не буду. Всякая мелочь. И так. Тут у меня север оружия. Тут у меня север стоит. И здесь также у меня... Я в основном сейчас буду ходить с этим оружием. Смотрите, ребята. Вон красавчик. Первый раз показываю. Вот он. 2 оружия взял. Это карабин Лощ. Не знаю, как себя покажет. Кого-нибудь удастся, нет, подстрелить. Но в основном буду ходить с ним. Немножко пристрелял там. И с оптикой, и без оптики. Не знаю, что будет. В общем, что будет, то и поснимаем. То и расскажем, покажем. Все, съели пока. Пока придется подождать. Я сейчас быстренько тоже поем и для вас буду готовить все. Для вас и для себя. Все будем готовить, кушать, отдыхать. Сейчас надо позвонить домой. Так. Одну ходку уже сделал. Там айда не ухтит. Тулан что-то обливался уже 3-й раз сегодня. Когда плыли на лодке 2 раза. И сейчас, после того, как съел хлеб, опять обливался. Я не знаю почему.
От чего это так может быть? Что-то не то съел или же... Не могу знать. Вроде, что съел, но сегодня утром давал еду. То же самое выходит. Ничего такого постороннего я не наблюдаю. Ни листов, ничего. Вот так. Вот наша поленница. Ну, это весенняя поленница. Когда я дрова заготавливал. Вот, и чуть-чуть наклонился, поленница чуть не свалилась. Я не знаю почему. Ну, 3 полена уже я отнес. И вон, смотрите, опилки какие. Вон, смотрите, какие опилки. Интересно, размер одинаковый. Это короеды постарались тут. Вон елка, вон везде. Как, я не знаю, пилорама у них работает. О, сколько опилок. А, туланчик. Не пугай меня, блин. Че блюешь там? Что тебе не хватает? Траву жуй. Траву ешь. Может, полегчает. Может, погода тоже что-то мутит у него внутри. Не знаю. Он ходит. Ай да куда-то он туда побежала. Или где он? А, вон оттуда уже идет. Ладно, еще пару раз, наверное, отнесу. Или 3 раза, наверное, раза 3, наверное, отнесу. Потому что дровишки надо заготовить сегодня мне. Как-то так, наверное. Короче, летний вариант у меня там, мангала. А сейчас буду устанавливать вот здесь, поближе к избушке. Все равно дождливая погода, если рядом была что-то. Уже начинает уже темнеть. По-быстрому надо костер сделать и поставить для собак. Ну да, пойди. Еду. Дрова высохли, отлично колется. Видели, как весной мне было тяжело колоть, а сейчас нормально все колется. Прям отлично. Где-то этим я буду заниматься в течение часа. Запас еще в избушку надо на дней 3 сделать. Перетаскать оттуда. Все. На все надо тратить время. Туда время, сюда время. Еду надо готовить. Очень много времени уходит на все. Ну что, посмотрим, как дрова высохли, нет. Загорится или нет. Но береста какая-то толстая. Бывает, они разные тоже. У молодых берез там они, береста мягкая такая, пушистая и быстро загорается. В первую очередь надо собакам приготовить еду. Что-то ходят, ищут. Кушать, видно, хотят. Вот так. Все. Сейчас разгорится. Все отлично будет. Сегодня быт у меня возле избы. Бывает, пораньше приезжаю, если хорошая большая вода, легкий путь. Пораньше приезжаю и успеваю еще
сетку бывает закинуть или еще. А сегодня уже нифига, сегодня уже темнеет. Уже начинает темнеть. Еще отремонтировать надо печку. У меня болезнь, под плитой там щель. И все время сейчас опять коптит там. Надо опять смазать этим с раствором из глины. Во как разгорелось, ребят. Все высохло за все лето. Дрова отличные, прям отличные. И елка самая классная. Классные дрова. Все нормально. Сейчас поставлю им еду. В первую очередь. Так, фу. Что-то у меня неровно стоит. Так. О. Сейчас ровно. Если, скажем, рыбу жарить или еще. Чтобы ровно стояло. Все ништяк. Решил сегодня на ужин, ребята, сварить гречку. Потому что в первую очередь кашу сварю, потому что там у меня молоко. Чтобы не скисло, ничего такого не испортилось. Ну, сегодня гречка, а потом уже завтра можно суп. С дровами я уже разобрался. Так. Думаю, хватит. Лучше свежую сварить, чем... Ну, если останется, конечно, собакам тоже не откажутся от гречневой каши. Там сейчас у них картошка варится. Сейчас пусть переварится, а потом я туда добавлю крупы. И будет картошка с кашей, такой ассорти. Вот так. Да, Тулан? Пока обживаемся. Дрова заготовил на несколько дней там. И в коридоре, и в избушке там. Короче, нормально. И в избушке уже тепло тоже. Но темно там, чтобы можно на печке варить кашу, но темно. Уже фонариком там разбираюсь. А Powerbank ничего не включал. Айда сидит у меня на цепи, лежит. Тулан здесь ждет. Сейчас я вам сварю. Наедите еще. И спать. Сперва на кипятке там будет вариться. А потом воду вылью. И туда добавлю молоко. И потом на молоке еще будет вариться. И будет такая каша. Очень вкусная. Посолить. И с маслом. Все. Пускай пока варится. Фу, а у собак нормально даже все кипит. Все, воду уже слил. Вот столько каши получается. И добавляю молоко. Половину. Нормально. Да, слюны текут у тебя. Вот такая каша, ребят. Соль уже не надо добавлять. Соль уже есть. И еще немножко так постоит на огне. Таежная каша готова. Там уже почти разварилась уже. Полуготовности уже. Еще минут 10 и все, можно уже ужинать. С маслом. Не люблю я, когда густое, жидкое самое то. Ну вот это еще набухнет и самое как раз будет. Там уже картошка сварилась. Туда уже добавлять буду крупу. И для собак тоже уже. И посуду для них новые привез. Такие алюминиевые тарелки. Ну, потому что весной я как показывал, это уже у Вайды там. Иди что? Уйди. Тут где-то дырка была.
Не помню уже где. А этот полез. Вот так, ребят. Ну, в общем, готовлю ужин. Готовлю ужин для себя и для собак. И день уже, можно сказать, скоро закончится. Так. Ну вот, смотрите, что получается. Каша для собак с картошкой уже практически готова. И еще добавлю растительного масла для вкуса. Все, многое добавлять не буду. Самое то. О, все. Наужинаем. Каша готова. У меня тоже уже каша готова. Гречневая каша у меня уже в избушке. Печка там томится. И у собак тоже. У собак тоже готово. Все, скоро будет ужин. У них и у меня. О, какие угли сейчас уже, смотрите. Жар такой идет. Надо еще бы какой-нибудь маленький стол сделать. Вот тут. О, у меня лампочка горит. Так. Где-нибудь здесь. Ну, чтобы передвижной стол. Скажем, сейчас вот осенью этот стол рядом поставить. И чтобы там ложку положить или же растительное масло, сковороду. Все. Летом у меня мангал там, на летнем месте. А это осеннее место. Айда в будку не заходит почему-то. Лежит на улице. А с туланом я не знаю. А пока сегодня, наверное, на воле пускай бегает. А уже какой-нибудь день надо будку туда же куда-нибудь поставить. Вторую будку уже, чтобы на цепь посадить ветерком. И пускай всю ночь на цепи будет. Да, тулан? Худощавый тулан. Как будто гончая порода. Ну, я тоже в ютубе много смотрел насчет западно-сибирских лаек. И короткошерстые они. И тоже не длинноногие, не такие полные, не толстые. Ну вот, именно вот порода она такая, что как будто немножко худые они пока, ну, на вид. Но он еще растет, молодой, и из-за этого, может, рост идет. Может, из-за этого худой. Так-то кормлю нормально их. Айда, все, уснула. Ладно, сейчас, наверное, я тоже в избушку уже зайду. Сейчас им разложу по миске там каши. Пусть остывает. Вот так вот первый день проходит у нас. Установил 2 мышеловки. Одна под столом. Вот стол мой. Под столом одна мышеловка. Первые ловушки за этот сезон. О, спотела она. Я смотрю. Ой-ой-ой. Да. Вон. Первая мышеловка. Так, каша здесь гречневая остывает. И вторая мышеловка там еще. Вот здесь. Вторая мышеловка. Блин. Потеет. Вот так вот тут еще установил. Свежая привада, как у охотников называют. Привада, ну там хлеб намотал ниткой и еще маслом помазал. И вот такая мышеловка. Если есть, они попадут моментально. Самая уловистая снасть для мышей. Тут у меня сырые дрова. Сейчас еще занесу вот эти дрова. И пусть они спокойно тлеют. Как бы сегодня, чтобы нормально нагрелась печка. И все. Для собак тоже готово уже. Сейчас раздать им. Здесь удобно под навесом все.
все удобно. О. Ну вот. Еще с хлебом. Хлеб еще им дам. И эта каша нормально. Тут только нету мяса. Мясо пока у нас летает и бегает. Пока ничего не поймали мы. Сегодня даже утку не удалось подстрелить. Но шанс был, конечно, если вдвоем были, там несколько раз взлетали они недалеко, в принципе, можно было в лед побахнуть. Так. Ну, это, наверное, я больше снимать не буду. Перед ужином, ребят, решил почистить ружье. Хоть не стрелял сегодня, выстрела не сделал, но вон, не знаю, видно, нет капельки. Капельки там под дождь ружье попадало. И если не вовремя почистить ружье, не смазать, пойдет ржавчина. Был уже такой случай у меня, вот где-то, помню уже в какой стороне, я здесь уже мазал краской 3 в 1 или 4 в 1, там, антикор там, да, здесь уже все мазал. Потому что в прошлом году я тоже говорил насчет этого. Не почистил вечером уже, до того устал, да лень было вставать. Протер так поверхностно. На улице холодно было, и все равно от металла там влага пошла еще, ну, сырость. И в принципе механизм ничего не попало. А тогда вот от сырости у меня ржавчина где-то вот так вот тут, вот где-то вот тут была. Но сейчас не видно, покрасил, наверное. Там краска вот с этой стороны может. Вот так. Что-то в этом году, не знаю как, завтра пойдет охота, но сегодня практически нету этих свистков вообще, урябчиков. Но ствол чистый и влаги нету там. Только вот здесь поверхностно мажу, все готово. Везде какашка у этих мушек. До того противно, блин. В потолке там что творится. Ох, они тут зимовали, жили. Все грызут. Вот такая посуда, где я масло держу. И кому интересно, чем я мажу ружье, специальные смазки я ничего не покупаю. Обычный автол или дизмасло, даже это в данный момент дизмасло. Хоть автол, хоть дизмасло, хоть что. Зачем там эти, как сказать, бывает видео, смотрю там, что-то твердят, такие специальные масла надо. Автолом помажь, и ничего не случится. Ты руку порезал, если в жизни. Если нету у тебя никаких лекарств, ничего, не заживает рана, автолом, обычным автолом помажь, автолом. Не синтетика, полусинтетика, а именно автол. И у тебя рана сразу будет, заживет. Вся зараза оттуда выйдет. Почему у трактористов, у механиков быстро раны заживают? Потому что они пользуются этими дизмаслами, автолами, трактористы. Сколько они руки в ремонтах могут поранить, там, да и ранят, там вообще, там бывают такие всякие разные раны. И они на эти раны не замечают, там просто вот дальше ремонтируются, и, как сказать, автол вот попадает на эти раны, и все, заживает. Ну,
туда зараза, этот, как его, не остается там зараза. Опять могут там, есть, конечно, наоборот, кто будет там писать мне, что ерунду, Олег, ты говоришь. Но я все говорю с жизни, что было, что есть, через что я прошел, что я знаю. Что вот в интернете показывают, блядь, где-то у друг друга видео крадут, показывают, хотя из дома еще не выходили, твердят, как будто они все знают. Все, автолом, обычным автолом ружье помажьте, и никакая ржавчина не зацепится, ну, не прицепится. А если ты раз в неделю почистил ружье и вообще не помазал ничего, не обработал оружие, у тебя заржавеет там. Тоже хромированное пишут, но фиг знает, что там, хром или не хром. Помазал, не поленился, помазал и все. Завтра на охоту выйду с карабином, и это ружье пока оставлю. Я пройдусь все путики сперва с карабином, потому что посмотрю на зверей, как там звери, медведи, следы есть или нету. Если все спокойно в тайге, буду дальше охотиться с этим оружием, на рябчиков ходить. А для этого я купил карабин, чтобы более безопасно себя чувствовать. Север, конечно, тоже 20-й калибр есть, можно с пулей стрелять, но оружие Север такое оружие, что с пули бьет очень низко, с 30-50 метров. Если мушку я уже что смог открутил, так, закрутил-то есть, все равно бьет ниже. Заводская пристрелка там вообще первый раз, два-три раза, наверное, такой случай был, я стрелял, и я не понимал, что с ружьем, а оказывается, пришел, стрельнул там в банку, там, оказывается, где-то полметра, наверное, вниз идет пуля. И не стараюсь так. Надежда на него с пулей нет у меня, понимаете? А как карабин себя покажет, как, я не знаю. Тоже надо привыкнуть к этому оружию, карабину. Некоторые минусы уже я вижу в нем. Но это в конце охоты я расскажу все. Но в основном плюсы, хорошие оружия. Но есть и минусы. Один минус. Что мне не очень понравилось. Есть один минус. Вот так. Ну все, я вроде готов к ужину. Сейчас собак еще там, надеюсь, там остыла уже еда для них, корм. Вот. Сейчас подключил к пауэрбанку, к новому пауэрбанку. И примерно сколько раз зарядит там этот видеокамеру, посмотрим. Первые дни не буду тратить на этот, как сказать, на светильники энергию. У меня сейчас светильник, другой светильник. Вот, смотрите, вот такой. Могу повернуть там. Батарейка уже не свежая, она все равно, видите, как ярко горит. Там тоже диоды. Если кому интересно, могу также оставить ссылку на такие безделушки. Тоже из Китая я покупал. Вот. Это тоже не реклама, ребята. Сразу, наверное, подумаете, что я начал чего-то рекламировать. Нет, это я чисто для себя покупаю. И если качественно, вот я
попробую этот, и пользуюсь, и если нравится мне, я даю совет, вот, чтобы люди без опаски брали. Вот. Такой фонарик уже не раз, уже не первые годы пользуюсь этим фонариком. Также вот Powerbank сейчас испытываю, тоже если нормально, сейчас уже начали говорить, что там комментарии пошли мне, что этот Powerbank вообще этот набит песком. Я начал думать, но может там точно на лохотрон, блядь, попал. А этот, вот я испытаю на этой охоте, сколько раз сможет зарядить видеокамеру и так далее. Я вот сейчас вот все сегодня поснимаю и поужинаю, съемку закончу сегодняшнюю, первый день. И я лягу на свою постель, там уже все готово, уже постелил. И я еще буду просматривать сегодняшнюю съемку. Я вот хочу возвратиться на то место, где встретили, ну не встретили, а видели лося. Вот это хочу посмотреть. Я его отлично я видел своими глазами сегодня. Он там где-то шаг по берегу, 4 шага так, ну, полное тело я видел. Такой средненький был. Не самый крупный. Лосей много я видел, лосей. А это средненький. И как бы он уже в тайгу зашел и остановился. Я силуэт его вижу, меж елок я видел. Можно даже было, если охота на лося готовый, и уже можно бахнуть было буквально 70 метров, не больше было. Вот так. Первое впечатление такое за сегодня. Интересно, когда ты крупного зверя видишь, животного. Вот. Сразу вот тоже прошлогодний картина у меня перед глазами. Я когда остановился к берегу остановился, а тулан так сразу бегом начал бежать и за ним угнался. Или самочка была, я не знаю. А у меня айда-то выпрыгнула, чувствует, на берег посмотрит, на меня посмотрит и стоит. И прошлогодняя картина, как бы повторяюсь. Тоже мы на берег вышли, а там, бля, медведь вместо лося. И тоже я сразу моментально такая картина у меня перед глазами. Я сейчас поднимусь, а там, может, тоже медведь. Вообще жестко я в прошлом году испугался. Серьезно. Вот так. Вот. Год прошел, а все еще у меня перед глазами. Это не шутки, медведь. Сейчас в интернете посмотрел, там тоже в новостях попал, я не знаю, какой регион, нашли 2 грибников. Короче, разорвала, но медведь там, медведица. Там медведица была, и охотники вот подстрелили его. Там показали, такая морда серьезная у медведицына. И не голова такая, вытянутая, как будто вот нос как будто вытянутый, не вот круглый, как может разница тоже есть. Там у самок, у самцов, у медведей разные. Это не хочу я с этим медведем в принципе связываться. Так. Если безвыходная ситуация придется там сказать, пострелить или еще. А чтобы, чисто охота на медведя, пока интереса такого нету. Посмотрим, как тулан поведет себя. Если серьезным псом будет, там, не будет бояться зверей, будет вязкой. Это ведь сегодня игрушки такие были. Где-то час, конечно, мы его ждали. Час где-то прошло. Я думал, потерял уже. Ни лая, ничего я не слышал. Бежал тихо бежал, наверное, за лосем. Бежал. А если не пришел вообще?
надо было и дом, избушку, уже темно все, ночь на улице. Вот. Если собака будет зверевая, и может быть даже, ну, в этом году, вот видите, как получилось, опять я без лицензии на лося. Я свои, ну, проживал я вообще, проживал. Я в город съездил, приехал, а там, оказывается, уже этот, чтобы лицензию через госуслугу получить, там уже надо было заплатить взнос, внести как-то. И у меня взнос взнос я не оплатил. И, ну, короче, я без путевки в этом году. Все, проехали. Вот так. Что-то желание было вот прикупить. Но тоже там очереди, там у меня друг, сосед тоже заявку дал и говорит, наверное, думаю, он тоже говорил, что уже бесполезно, говорит, в Карткоросском районе там все уже разобрали. Мало путевок там, 40 или 80 голов там на Карткоросский район было. 80 голов, наверное. 40, там 2 охотобщества сейчас. Один, как было в городе, второй еще тоже уже, ну как-то, и там тоже неразберуха. Путевку с одной охотобщества взял, пошел там не на те участки, там уже нарушения. Не могут там едино все сделать. Вот едино вот сделать и все. Или путевка также, вот мы берем, вот надо вот в город съездить, там по-новому все заполнять, вот обычно на боровые дичи, на утку там все заполнять, как будто первый раз. Вот внесли бы все данные в компьютер и без проблем, через госуслугу как-то, чтобы оплатил и не надо никуда ездить. Нет, все как-то туда надо, сюда надо, с районов, а я все-таки 160 километров живу от Сыктывкара. Некоторые, знаете, как далеко. И приходится ездить, там деньги тратят. Каждый год я это держу. Но ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Сейчас, конечно, через интернет намного проще можно все сделать. Чтобы не надо ездить никуда. Деньги оплатил и все. Данные пришли, скажем, что такой-то человек оплатил, и, скажем, через госуслугу там что-то напечатать. Но это я так себе придумываю тоже. Так, все, ружье готово, почистили, помазали, и сейчас будем ужинать. Сейчас я собак накормлю, потом уже ужинать будем.